История взаимоотношений Чечни, чеченского народа с Россией имеет очень давние глубокие корни. Если мы с вами говорим о более раннем периоде истории, то тут, наверное, стоит упомянуть о походе Святослава, допустим, в 965 году против хазарского каганата, в результате которого восточные источники говорят о походах русов на Кавказ, Закавказье, через территорию Кавказа в IX, X, XI веках. Отдельный вопрос и несколько спорный, кто эти русы были, что из себя представляли, и были ли эти варяги, славяне, но как бы то ни было, история взаимоотношений русов, славян относится вот к этому времени, начальный этап. Даже в X-XI веках на северо-западном Кавказе существовало Тму-Тараканское княжество. Один из князей Тму-Тараканского этого княжества, Мстислав Владимирович, ему приписывают как раз упоминаемые в восточных источниках походы русов в 1030, 1032, 1033 годах на Дербент, в Шерван, в Закавказье походы. В этих походах участвовали, согласно письменным источникам, аланы и сарирцы. Сарир – это жители горного Дагестана. Аланы – это собирательное название, скажем так, для народов, которые на Северном Кавказе, в том числе и на территории Чечни обитали. Хазарский каганат, период существования хазарского каганата – это, наверное, время, когда и Северный Кавказ, в том числе Чечня, и часть древнерусских земель входили в единое какое-то политическое пространство. Дело в том, что, как известно из истории, хазарскому каганату платили дань некоторые древнерусские земли, в том числе и в Киеве хазарские ставленники известны. То есть вот это как бы одно из первых таких политических образований, в рамках которого и Северный Кавказ, и Восточная Европа, где проживали восточные славяне, как бы единое пространство. Далее мы можем Золотоордынский период. Опять же, Золотая Орда – это государство, в рамках которого и древнерусские земли, и территории Северного Кавказа, и народы Северного Кавказа входили в контакты. В частности, в столице Сарай-Бату один из путешественников, известнейших своего времени, Ибн Батута, отмечает, что в городе Сарай, столице Золотой Орды, есть кварталы русских, черкесов, алан. Черкесами, как известно, называли, опять же, тоже собирательное название для северокавказских жителей. Далее известна история князя Михаила Тверского. Об этом в свое время, еще в советское время, писал Дашлако Дохович Мальсагов в специальной статье о том месте гибели Михаила Тверского. Целые исследования были проведены, что на территории Северного Кавказа, точнее даже тогда Чечено-Ингушетии, вот этот Михаил Тверской погиб. Ему предлагали бежать в горы, это как бы в горы Чечни было. Он в ставке золотоордынского хана Узбека был убит. Далее следующий этап у нас начинается со времени правления Ивана Грозного. Иван Грозный, Иван IV, как известно, одной из жен Ивана Грозного была кабардинская княжна Мария Тюмрыковна Идарова. В 1561 году он женился. И в 1560 году состоялся первый
как бы поход русских войск, впервые русские вот с того времени, если мы говорим с древнерусского периода, да, с походов русов, вот в 1560 году появляются впервые русские на Кавказе. Основывается вместе слияние Сунжи с Тереком первая русская крепость на Кавказе. В строительстве этой крепости оказал помощь окотский предводитель Ших-Мурза Ишаримов, или Ушарам, имя его отца было, который тоже налаживал контакты с представителями московских властей, которые обосновались в низовьях Терека. Вот, можно сказать, что одними из первых союзников были вот именно эти окочены, ококи, акуки в русских источниках по-разному называют. Это название современных чеченцев-акинцев, которые живут в Авговском районе. Но это название объединяло в более поздние периоды и других. Это, как бы, можно сказать, и собирательным названием для чеченцев, особенно вот, в восточной части Чечни было. Вот. Почему оказалось возможным вот такое тесное сотрудничество у Шармы, Ших-Мурзы, его сына, потом Батая Мурзы, вот этих акинских, окотских предводителей. Дело в том, что в это время начинается активное, скажем так, наступление на земли акинцев, чеченцев, которые проживали в Терско-Сулакском междуречье, кумыкских князей. И в этой борьбе с кумыкскими князьями, и в частности Ших-Мурза Окотский, нашел поддержку у русских воевод, у воевод Терского города. Ну, борьба Ших-Мурзы Окотского закончилась гибелью его. После 1595 года имя Ших-Мурзы перестает упоминаться в русских документах. Он был, согласно документам, погиб от рук Ахмад-хана, одного из кумыкских князей, был убит. Вот. В 1588 году основывается в низовьях Терека Терский город, или Терки, как его называли. Недалеко возникает, рядом с этой крепостью, возникает Окотская слобода, населенная чеченцами. Вот. На протяжении второй половины XVI-XVII веке эти окопы выполняли сопровождали дипломатические посольства в качестве дипкурьеров, то есть с Грузией, допустим, в частности, сообщения с местными кабардинскими, дагестанскими владетелями, поддерживали взаимоотношения вот эти ококи, чеченцы ококи. Вот. Ококи, вот это чеченское можно, в принципе, назвать, хотя тогда назвали Окотской слободой, они активно включились и не только в политическую жизнь Северокавказского региона. Кстати, нужно тут же сказать, что вот в XVII веке Аргунское ущелье, оно было одним из важнейших маршрутов царских посольств в Грузию. Вот. Потому что Дарьяльское ущелье, оно временами бывало из-за политических, неурядиц, военных действий невозможным для прохождения по этому пути русских посольств. И вот Аргунское ущелье одним из таких маршрутов русских посольств в Грузию. Вот эти жители Окотской слободы, помимо участия в военно-политических событиях, они активно занимались торговой деятельностью. В частности, множество документов о том, что на бусах,
как тогда называли судно, да, совершали морские путешествия в Астрахань, в Дербент с торговыми целями, не только в Астрахани, да, или вверх по Волге, то есть занимались торговой деятельностью. Об этом есть документальные известия, они опубликованы, хорошо известны специалистам. Вот. Далее, в целом отношения, особенно после окончания смутного времени в России, развивались достаточно стабильно. Каких-то крупномасштабных военных действий на северо-восточном, вообще на Кавказе царские власти вот после смутного времени не предпринимались. В целом отношения складывались партнерские, можно сказать, да, союзнические в некоторых отношениях. В частности, гребенские казаки, которые поселились на левобережье Терека, гребенское казачество, одно из старейших казачеств России. Почему гребенские казаки? Само название гребень – это вершина вот хребта. Это вот Брагунский хребет, который прикрывал Сунжанский острог. Сунжанский острог в месте слияния Сунжи с Тереком находился. Вот эти казачьи городки, потом впоследствии они на левый берег Терека были перенесены. Численность их была невысока, небольшая была, где-то до 1000 человек в 17 веке. Это люди бессемейные были, неслись сторожевую, охраняли подступы к этому терскому городу. Вот эти терские казаки, об этих казаках, гребенских казаках хорошо написал в свое время Толстой. Эти казаки, как известно, переняли очень многое у местного населения, у чеченцев, у тех же, да, начиная от одежды, да, костюм, черкеска, там, оружие. Даже очень много таких, еще в 19 веке этнографы фиксировали наличие очень много таких бытовых параллелей с этими. В частности, к примеру могу сказать, да, обычай избегания, то есть не называть мужа или жену по имени при людях. Вот эти казаки, они вот соблюдали даже вот такие, то есть переняли, да, вот какие-то обычаи, традиции местного населения. Далее, вот, активизация политики России, военно-политическая активизация, начинается в XVIII веке. Это связано с деятельностью Петра I, вот, который, в период правления которого Россия, собственно, стала империей, добивался выхода к Балтийскому морю, к Черному морю, Азовскому, да, выхода к морям. И вот в 1722 году состоялся его знаменитый Каспийский или Персидский поход. Это была одна из самых масштабных военных кампаний своего времени. Даже в войне со шведами численность русской армии во время персидского похода численность русской армии до 100 000 человек достигала. Вот, но перед тем, как поехать на Кавказ, скажем так, да, возглавить эту военную экспедицию, Петр I направил на Кавказ различных исследователей, которые занимались, в частности, Шобер, который исследовал нефтяные горячие источники, то есть природные ресурсы, изучением, да, занимались природных богатств. Персидский поход был предпринят. Основная цель после провала экспедиции Бековича-Черкасского на Хиву, то есть на Центральная Азия, восточные рынки, торговля шелком, вот эти выхода на восток добивался Петр I. Помимо решения задач на западном направлении, да, выхода к морям, и стояла восточная повестка
Вот после Петра I Екатерина II, опять же, можно сказать, продолжила политику Петра I, можно сказать, была продолжательницей политики Петра I. Вот именно при Екатерине II начинается очень активное, опять же, изучение Северного Кавказа. Многочисленные экспедиции направляются на Кавказ. Это Гюльденштедт, Паллас, Штедер, вот, многочисленные вот эти экспедиции с целью изучения народов Северного Кавказа, природы, естественных богатств. Вот, именно вот к этому периоду относится ко времени правления Екатерины особенно наиболее активный интерес к Кавказу, Северному Кавказу, в том числе и территории Чечни. Есть сведения академика Будкова, опубликованные, кстати, сведения. Сам Будков служил здесь, на Кавказе, в конце 18-го, начале 19 века, что на территории Чечни существуют, почти в каждом крупном населенном пункте, существуют школы, в которых детей обучают арабскому и турецкому языкам. Вот такого рода есть сведения. Но это были, на чеченском это хижр, скорее всего, вот эти школы, начальные, скажем так, школы или медресе. Ну, в каждом крупном населенном пункте, что были такие школы, есть свидетельства. Я уже говорил, да, что те же самые акоки, которые, или акачане, которые в Окотской слободе этого терского города жили, занимались торговой деятельностью, дипломатической деятельностью и так далее. Но вот социальные каналы, скажем так, да, начали работать только после присоединения, вхождения Чечни в состав России после окончания Кавказской войны. Вот эти социальные лифты заработали, и интеграция. Да, были случаи, допустим, детьми, когда попадали в плен после разоружения, то есть после разорения аулов, да, тот же Айбулат Розен, тот же Петр Захаров, тот же Александр Чеченский, да, но это не системного явления, не системного порядка явления были. Что касается изначальной, конечно, вряд ли стоит говорить о врожденных каких-то дружеских, недружеских взаимоотношениях. Дело в том, что если мы чисто основываясь на документах будем говорить, но тот же шейх Мансур, да, имам Мансур, человек, который до самого последнего момента, вплоть до нападения на его родной аул Алды, пытался урегулировать конфликт, возникший мирным путем. Даже до этого, да, были, которые совершали какие-то, естественно, нападения какие-то, да, но по документам, что один из таких людей, который совершил набег на какую-то станицу, Мансур, сказать, приказал, будет, насколько верно, не могу, но он дал распоряжение, чтобы вернули, что нам не нужна конфронтация с Россией. Он дал указание, чтобы вернули это захваченное добро хозяевам, тем же самым казакам. То есть он до последнего момента старался избегать вот этой конфликтной, до того, как этот Пиери напал на население Алды, сжег его, в результате этого погиб его старший брат Мансура. Вот до самого последнего момента Мансур, это мы можем по документам говорить, что пытался избежать Мансура этого конфликта. События конца 30-х годов, в основном 38-39 годов, связанного с деятельностью в Чечне генерала Пула,
который взрыв возмущения. Даже сами русские авторы того времени пишут о нем как о взяточнике, казнократце, человеке, которого явно настраивал против себя чеченцев. И что после этого произошло? В 1840 году, в марте, чеченцы провозглашают разбитого, вроде разгромленного Приахульга Шамиля, провозглашают имамом, и с этого времени начинается блистательная эпоха Шамиля. Да, до этого Ермолов, который мнил себя проконсулом Кавказа, завоевателем Кавказа, ни на какие переговоры. Вот Бейбулат Таймиев пытался несколько раз, встречался с наместниками кавказскими. Тем не менее, особенно с назначением Ермолова в 1816 году, 17 года, в 18 году Сунжинской линии начала строительства. То есть Ермолов проводил чисто, он ни на какие с дичью, сволочью, как он называл, северокавказских представителей северокавказских народов, ни на какие переговоры идти был не столько безусловная покорность, только безусловная лояльность властям. Никакие переговоры Ермолов не признавал. То есть только с позиции силы. Нет, и прямых указаний обращаться, конечно, вот так с местным населением Ермолову такие указания, конечно, сжигать селение, уничтожать там женщин, детей, стариков. Конечно, ему такие указания в Петербурге не давали. Это уже он на месте. Его в этом ничуть не уступали другие его помощники, заместители, скажем, там, тех же Греков, генералы Греков, Лисаневич, которых Учер-Хаджи просто зарубило, когда они начали оскорблять его, всех вот этих стариков, которых они собрали. Военные, которые непосредственно находятся на месте, они принимают решения на месте, ситуативно принимают решения. То есть они нету вот таких распоряжений, указаний, что... В любом случае руководствуются они предвзятостью. Естественно, каждый из них человек. Мы знаем, в истории были и хорошие генералы, добрые, которые Вот это относились хорошо к вопросу о роли личности в истории. Да. Это все, вот какую роль... Да, для русских Ермолов генерал, герой Отечественной войны 1812 года. Для чеченцев он, для других народов Северного Кавказа, для кабардинцев, тех же, допустим, да, он отрицательный персонаж, отрицательная личность. Мы помним даже вот советское время, да, в такое время памятники Ермолову несколько раз взрывали в Грозном. Даже вот те лютые времена, когда КГБ, да, страшное заправляло, как бы, но тем не менее, вот это говорит об отношении чеченцев к этому. Даже в сталинское время восстановили вот это, в начале советской власти памятник Ермолову был убран, потом уже после выселения, депортации чеченцев этот памятник вернули на место, опять Ермолов вошел в почет после особенно выступления Багирова, вот это национально-освободительное движение горцев, все это стало. То есть это все политическая конъюнктура. Это, первый – это вопрос политической конъюнктуры, второй – это вопрос личности в истории. В любом случае, любое действие, оно вызывало противодействие Ну, со стороны горцев. Это в любом случае. Ну, это естественно закон. Политический характер и обозначить какие-то пути свержения царской власти, либо пути свержения советской власти. Люди просто защищали себя, свои дома. Вот после окончания Кавказской войны интеграция чеченцев в эту общеимперскую систему, вначале, конечно, она проходила вот первые, можно сказать, вот первое десятилетие
после окончания, вот в 60-м, 61-м году еще продолжали сопротивление бывшие наибы Шамиля. Это Байсан Горбиновский, Умадуев, Атаби Атаев. Вот в декабре 61 года они явились русскому начальству, администрации, чтобы прекратить страдания населения, они явились и сдались начальству Кавказской администрации. Далее, потом в 64-65 годах вот это мухаджирство, Кунта-Хаджи, арест Кунта-Хаджи, вот эти события. Хотя, вот странное дело, в истории, особенно в чеченской истории, шейх Мансур, человек, вот его представляют, наверное, несколько, его образ, который историки выписали, он немножко, я бы сказал, не соответствует тому образу, который мы видим в документах, тому образу, который вырисовывается из реальных документов. Обширная историография про Мансура, но тем не менее, вот до конца личность Мансура, я считаю, что до конца не понята эта личность. В каком плане? Вот еще раз повторюсь, и создается впечатление, что изначально как-то призывал. Нет, этот человек призывал, что нужно вернуться к нормам шариата, избавиться от тех вредных адатов, обычаев, которые противоречат нормам ислама, что справедливое общество, сначала мы должны у себя это справедливое общество построить. Люди должны избавиться от вредных привычек, от курения, табака, от пьянства, от всяких пороков, которые общество... Нету в его вот до момента, когда войска этого Пири, отряд Пири напал и сжег Алды, нету призывов к войне. Нету агрессии. Да? Нету агрессии в его выступлениях, в его действиях. Вот. И Кунта-Хаджи, человек, который призывал еще во времена имама Шамиля, отношения с имамом Шамилем не очень у Кунта-Хаджи Кишиева складывались, да? Он человек, который призывал к миру, да? Был арестован властями вместе со своим братом и сослан в ссылку. То есть у нас получается, что люди, которые призывали к миру, как бы... Имам Шамиль, который воевал 25 лет, согласно официальным источникам, двухэтажный особняк в Калуге получил. Вот. Мансур закончил свои дни в Шлиссельбургской крепости, да, Кунта-Хаджи, судьба тоже нам известна. То есть, но, тем не менее, интеграция продолжалась. Авторы, исследователи пишут, что Чечня очень быстро восстановилась. Чечня была практически ни одно селение равнинное не осталось после Кавказской войны. Было или разорено, или переселено русскими ближе к укреплениям, или Шамиль переселял. Но очень быстро чеченцы возродили хозяйство, сельское хозяйство, торговля зерном очень больших размеров достигла, вывоз. И до Кавказской войны, и после Чечню называли житницей Кавказа. То есть отсюда в большом количестве хлеб вывозился в соседние регионы. Дагестанские историки пишут, что начиная с 17 века упадок террасного земледелия в Дагестане связан с появлением в большом количестве чеченского хлеба на рынках. Вот. Далее. Это говорит о том, что это народ труженик. Совершенно верно. Воин. Совершенно верно. Стереотипы вот, из всех этих публикаций и событий. Нет, конечно, чеченцы, как и любые нормальные люди, хотят жить, созидать,
видеть своих детей, внуков, это естественно, нормально, присуще. И чеченцы такие же. Нету в этой заложенной какой-то природной агрессивности в чеченцах. Есть стремление к справедливости, да, правде, справедливости. Это, наверное, у нас на уровне менталитета нашей истории, потому что у нас, в отличие от других народов, не было вот этого сословного угнетения, сословной иерархии и так далее. И вот после Кавказской войны начинается интеграция. Да, чеченцев, как и некоторые другие, они не подлежали обязательной воинской службе. Но в периоды военных действий Россия всегда набирала здесь конные и регулярные полки. Это и в русско-турецкую войну 1877-78 годов, потом русско-японскую войну, в Первую мировую войну чеченские. Опять же, это конные, это и регулярные, то есть нерегулярные полки. Регулярного призыва в армию не было для туземцев, как тогда говорили. Вот такой термин был, то есть для коренных жителей Кавказа и Чечни. Вот, но вот эти иррегулярные конные и регулярные полки, они очень неплохо зарекомендовали себя в военных действиях. Множество георгиевских кавалеров, кстати, это одна из высших наград в Российской империи была Георгиевский крест. Вот. Ну и потом в советское время эта традиция, можно сказать, была продолжена. Ни одного генерала, еще царская армия. Да. Не будем уже говорить в более позднее время. Да, совершенно верно. Даже если там про Арцу Чермоева и так далее не говорить, то, допустим, тот же Эрисан Алиев, который и в русско-японскую, потом в Первую мировую войну зарекомендовал себя очень хорошо. Ну и вот эта традиция конных и регулярных полков, она в Великую Отечественную войну была продолжена. Вот Мавладий Висаитов, Сака Висаитов, все это вот. Дикая дивизия. Мы говорим, Первая мировая война. Тема. Да, это отдельная большая тема по участию. Такого мужества и... Ну, об этом написано достаточно много, снято много. Так что сделайте вот вывод из этого. Хотели ли... Хотят ли чеченцы войны? Да, русские войны. Хотят ли чеченцы войны? Я думаю... Хотели ли они вообще априори? Ну, каждый человек, каждый нормальный человек может себе очень спокойно ответить на вопрос, вот, хочет ли нормальный человек войны. Естественно, мы, как пережившие две военные кампании, можем смело и с полным основанием дать ответ. Нет, война – это очень, мягко говоря, нехорошее явление. Это смерть, гибель, страдания. Кто этого, какой из нормальных людей хочет вот этого? Но история, она складывается не только из только одного позитива. И большая часть истории наполнена войнами. Хотя все люди всегда стремятся к миру, но большая часть истории человечества наполнена войнами.